Управление муниципальными теплосетями, как главная снабжающая структура Алроса, может теперь вздохнуть свободно. Самый напряженный период в ее работе – летняя навигация – завершен. Но хотя основные плановые объемы грузов доставлены, впереди коллектив предприятия ждет доставка товароматериальных ценностей автозимниками. Справилась ли у МТС с поставленными на 2014 год задачами, смотрите в сюжете. 2/3 от объемов, заявленных акционерной компанией «Алроса», также доставляется по воде. Поэтому у речников, автотранспортников и в целом для управления материально-технического снабжения лето – самая напряженная пора. Однако уже можно сказать, что навигация 2014 года для снабженцев «Алроса» прошла удачно. Общий объем завоза более 500 тысяч тонн. А если быть более точным, то это 523 тысячи тонн грузов различного назначения, в том числе горюче-смазочные материалы, в том числе строительные материалы. Прошлогоднее маловодное лето стало настоящим испытанием для всех служб и подразделений компании. Начало нынешнего также не сулило ничего хорошего. Низкие уровни воды были не редкостью. Однако в целом все показатели летнего завоза выполнены. Крайнее судно, которое нами было отправлено из Усть-Кута, по погодным условиям пришлось вернуть для того, чтобы предотвратить его вмерзание на реке Лена по пути следования. И в целом на работу акционерной компании и работу УМТС по обеспечению материальными и техническими ресурсами это не окажет. Впереди у коллектива доставка грузов, открывающимися вскоре автозимниками. Кроме этого, у нас есть структурные подразделения компании, которые работают в труднодоступных условиях, завоз грузов которым возможен только автозимником. Таким подразделением у нас является Нюрбинский ГОК. С переходом «Алроса» на подземную добычу ежегодно увеличивается объем завозимых стройматериалов, оборудования и спецтехники. Кроме того, как показал прошлый год, капризы реки иногда заставляют снабженцев понервничать и работать в авральном режиме, с чем они пока успешно справляются.